столице Чувашии продолжается 4-й этап реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Благодаря этому проекту более 2000 семей получили новое комфортное жилье. Только в 2017 году в Чебоксарах для этой цели построено 5 многоквартирных домов. В микрорайоне Соляное по улицам Парижской коммуны, Ленинского комсомола и Богдана Хмельницкого. Реализация программы позволяет вдохнуть новую жизнь в старые районы, построить современные жилые здания, деловые кварталы и широкие дороги с удобными транспортными развязками. Новоселов, которые получили квартиры в доме 10 по улице Магнитского, посетил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он ознакомился с условиями проживания и поздравил жителей с таким важным событием. Какие вопросы? Все, надо теперь думать, как надо правильно жениться, создать крепкую семью, а потом уже дети и не появятся. От любви, от ваших чувств. Так что вот это самые главные показатели. Одними из тех, кто получил новую двухкомнатную квартиру по улице Магнитского, стали супруги Раиса Петровна и Вячеслав Николаевич Зайцевы. Они переселились сюда из старого дома по улице Щерса, в котором прожили 26 лет. Район нам понравился, очень нравится. Ну, место нормальное. Место хорошее. Лес рядом. К району привыкнем, ничего. Хорошо, все хорошо, нравится нам. Несмотря на то, что не все подрядчики смогли выполнить весь объем работы в положенный срок, дома были построены за очень короткое время. Однако главным требованием, как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов, было высокое качество предоставленного жилья. Все эти вопросы, как всегда, на контроле. Михаил Васильевич, я хочу сказать, что Михаил Васильевич еженедельно практически контроль по данной программе, которая сегодня осуществилась, можно сказать, да, осуществляет. И, соответственно, не просто на контроле, и самое важное было поручение от него не вводить дома просто для, скажем так, результата. Важно было качество домов. Это в первую очередь качество домов. Да, задержали на месяц, так скажем, да, с выдачей ключей, но при этом важнейшим принципом было качество для домов для граждан. Вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Чебоксарах находятся под личным контролем главы администрации Алексея Ладокова. И сегодня почти 200 семей имеют возможность получить ключи от квартир, построенных в рамках этой масштабной программы. Мало кто верил. Вот у нас дома признавались аварийными до 1 января 2012 года. Десятки обращений, средств не было. У людей дома разваливались, валилась крыша, валились стены. Да? Много аварийных домов, мы говорим, 263 дома расселяем, более 2000 семей. Есть дома покрепче, а есть те дома, в которых опасно было жить. И вот сегодня жители этих домов получают квартиры. Также в этот праздничный день новое жилье смогли получить жители позиции 9 по проезду Соляное. Этот микрорайон не всеми воспринимается однозначно, поскольку здесь пока не развита социальная инфраструктура. Но в скором времени, как пообещали городские власти, эта проблема будет решена. Нам нужно пускать транспорт с 6 до 8, чтобы тоже был, чтобы дети могли доезжать до сюда. Так в целом 15 минут у них есть, но вот есть какие-то промежутки времени, которые 2 часа промежуток, час. А новоселов теперь ждут счастливые хлопоты и знакомства с новыми соседями. И, конечно, новый дом должен стать для них именно тем местом, куда хочется возвращаться после напряженного трудового дня и жить в любви и согласии. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.